Итак, в эфире программа «Турбаза». В Абхазии побывали крупные российские туроператоры, которые обсуждали с Министерством туризма ситуацию в турсфере, какие есть проблемы, какие направления нужно развивать. Вот об этом мы хотели бы вместе с моим коллегой Лашей Кугоня поговорить в этом выпуске. Лаша, приветствую. Привет, Нала, здравствуйте. Чтобы понять, каким выводом пришли на встрече и как решать существующие проблемы, мы в студию пригласили министра по туризму Астамура Логу. Приветствую, спасибо, что с нами. Начнем, наверное, Лаша, с общего вопроса. Нас всех интересует, какие показатели в этом году, учитывая, что погода не очень-то нас и радует. Как стартовал сезон, какие показатели на этот период? Ну, в первую очередь хочется сказать, что на самом деле погодные условия бьют не только по нам. Сезон стартует поздно и в соседнем Краснодарском крае. Аналогичные жалобы поступают по количеству людей, прибывающих с целью отдыха. Но, значит, есть устойчивое мнение у наших дорогих туроператоров, с кем мы общаемся, что все-таки сезон будет, если погода позволит, то сентябрь-октябрь будет прекрасным продолжением летнего сезона, и мы восполним все то, что недополучили, скажем так, в июне, мае месяце. Компенсирует природа. Компенсируем, ну, это традиционно так и было в последние предыдущие скажем годы. так, октябрь не был такой традиционный, и сентябрь тоже не везде был. Но мы очень надеемся, что вот таким образом ситуация компенсирует нам погодные условия. Да. Вообще, если обратили внимание, лето стало начинаться у нас чуть-чуть поздно, не первый год, то, о чем вы сейчас сказали. Это, откровенно говоря, конец июня стал вот привлекательнее всего, когда погода устанавливается, сезон дождей заканчивается. Вы видели и вчерашнюю погоду. Астамур, а вот в целом можно сказать о наших предпринимателях в сфере туризма, что у нас тоже уже привыкли, что к концу июня сезон будет разгораться, а вот весь июнь будет такой раскачивающийся? Ну, скажем так, наша задача как Министерство туризма сделать так, чтобы сезон был еще длиннее, правильно же? Вообще круглогодичный. Круглогодичный туризм – это то, к чему мы должны стремиться. Но для этого нам надо очень много чего в Абхазии изменить и достроить, построить, сделать Абхазию не только прибрежным курортом, не только куда люди приезжают поплавать на море, искупаться, но, значит, туризм должен быть разный. Это то, как раз о чем мы говорим, то, что мы собираемся развивать, событийный туризм, агротуризм, сельский туризм. Вот тогда это будет более интересно, и думаю, что и сезонность увеличится. Даст Бог, мы когда-то придем к 12 месяцам. Как раз об этом и говорилось, в том числе на встрече с крупными российскими туроператорами, которые работают на абхазском направлении. Они были в Абхазии, была встреча, в том числе присутствовали парламентарии, обсуждались проблемы, существующие в отрасли, как их решить, какие вообще тренды, на что упор сделать. Подведите, пожалуйста, итог этой встречи. Ну, в первую очередь я хочу сказать, что это хорошая традиция встречаться в начале сезона, а потом подводить итоги в конце сезона. Надеюсь, мы и осенью будем еще раз иметь такую встречу. Безусловно, наметили много интересных проектов. Например, когда мы говорим увеличить сезон, да, вот мы говорим событийный туризм, один из интересного направления. Событийный туризм нужно составлять календарь заранее, не за один месяц придумывать мероприятия и потом надеяться, что под это мероприятие приедут люди. Нет, человек должен знать, какой календарь событий, что происходит в Абхазии в течение 12 месяцев. Если это будет календарь составлен за год, например, мы сейчас будем как раз над этим работать, составим такой календарь, вместе с Министерством культуры будем готовить ряд событийных мероприятий, для того, чтобы привлечь туристов вне сезон, да, допустим, в том числе. Значит, и наши дорогие туроператоры будут знать, что в 2026 году в Абхазии есть календарь событийного туризма, когда, в какое время, где, что будет проходить. И они будут уже продавать путевки, рекламировать нас как страну, где проходят вот такие мероприятия в такое время года. И я абсолютно убежден, что людей будет гораздо больше. Я всегда привожу в пример, и коллегам нашим привел в пример, тот прекрасный фестиваль, который девочки организовали, «Мандарин». Это просто нечто потрясающее, потому что отклики об этом фестивале и об этой елке мандариновой лично мне прилетали с разных концов света. Где есть у меня друзья, где-то фотография облетела посредством там интернет, да, провайдеров, соцсетей,
весь мир. И очень многим это понравилось. Потому надо думать над тем, чтобы таких событий было много, это раз. И второе, чтобы о них заранее знали, в виде календаря он существовал для туроператоров. Ну, когда мы говорим календарь, это не просто придумать, да, праздник. Нужно организовать, нужна, если мы говорим о межсезонье, инфраструктура подготовлена, это те же вопросы энергетики, Абсолютно бесперебойной подачи электроэнергии. Я сейчас не хочу раскрывать всего, но сейчас, даже сейчас проводим переговоры. Вы знаете, что наш подведомственный РУП Пицунда, курорт Пицунда, мы очень надеемся, что и глубокой осенью или ранней весной там будут тоже проходить классные мировые фестивали. Прям мировые. Нала, мне кажется, если у нас в стране будет отчетливо понятно, что в межсезонье у нас будут такие мероприятия, и будет большой поток туристов, то я думаю, у государства будет большая задача помочь и бизнесу, и то, чтобы с энергетикой было все в порядке. Потому что упирается лишь только в это. Все стороны в этом заинтересованы, но есть объективные моменты, которые нужно решать, проблемы объективные. Мы об этом обязательно сегодня поговорим, но мне бы хотелось сакцентировать внимание еще на одной важной теме. Это вопрос ценообразования. Вопрос чувствительный, с одной стороны, да, и эта тема звучала на встрече с туроператорами. В каком контексте и как какие-то итоги обсуждения этой темы? Я еще раз, да, я понимаю. Знаете, в каждый год в Абхазии появляется новый термин, который облетает всю страну, и мы полгода говорим по этому термину. В следующем году будут другие какие-то проблемы. Проблемы будут всегда, наверняка. Вы имеете в виду демпинг? Так, я не хочу это слово уже употреблять, просто они будут всегда, и для них надо находить решение. Но вы знаете, что крупные туроператоры, которые завозят миллионами нам туристов, у них есть какие-то свои проекты, программы. Для чего они это делают? Чтобы разрекламировать страну. Они выкупили жесткую бронь отелей, заплатили нашим бизнесменам, бизнесмены заплатили государству налоги. Все отлично, да? Люди получили рабочие места. Это те, кто вот вокруг этих крупных отелей. Но есть другая часть абхазского общества, это средний, малый бизнес, это люди, которые на самом деле своим трудом, зачастую без поддержки государства, не зачастую, а почти на 90%, да, развивают, значит, создают рабочие места, содержат свои семьи. Безусловно, мы о них должны подумать. Но, еще раз, вот даже разговаривая с крупными туроператорами, вы понимаете, во-первых, погодные условия. Сейчас банально не хватает туриста. Оттого все эти разговоры, что кто-то демпингует, почему там дешево к нам не идут, того, что не хватает количественно туриста. Но я надеюсь, что количество туристов будет расти. Что касается цен, ну, вы знаете, что обсуждалось и в парламенте, это вот, значит, их прерогатива, как они будут действовать. Но я вам хочу сказать, наша задача министерства и задача вообще всей нашей страны сделать Абхазию более привлекательной, чтобы туриста хватило каждому ательеру, чтобы столько туристов приехало в Абхазию. Более того, значит, есть хорошие предпосылки. Мы сейчас, вот, ведя переговоры, один из туроператоров, например, уже заключил более 60 договоров с небольшими отелями. Для того, чтобы по той же схеме, что и с крупными туроператорами, заключать соглашения и поддерживать. То есть туроператоры идут и в малый и средний бизнес в том числе. Вот таким образом пока это, да, решается. Ну а дальше надо, еще раз повторюсь, думать и найти золотую середину для того, чтобы наш малый бизнес, благодаря которому, в принципе, развивается Абхазия, и социальные вопросы многие сняты, экономика, да, базируется, мы должны этих людей поддержать. Обязательно такое решение нужно найти, и мы работаем в этом направлении. Одним из решений, если его можно так назвать, с нашей, скажем так, нашего предложения было туроператорам заключать такие же договора и с малыми объектами размещения. Сейчас эта работа началась. И раньше вообще у них не было рекомендаций у туроператоров работать с малым и средним бизнесом? Или после вот этой ситуации с демпингом произошел разговор? Надо быть честным до конца. Когда-то они начинали работать с малым и средним бизнесом, но, скажем так, представители малого и среднего бизнеса в какой-то степени некоторые себя вели немножко безответственно, и потом было принято решение вести работу только заключать соглашения с крупными объектами.
Но сейчас ситуация меняется, мы тоже растем, каждый из нас развивается. Я думаю, каждый заинтересован в том, чтобы улучшить сервис, привести Выполнять в порядок что-то. обязательства. Вот. Ну, это сейчас мы до этого дойдем. Привести Да, в порядок. недобросовестность имелась в виду под... Да, и это в том числе, вы знаете, есть и судебные решения в Абхазии, которые какие-то выполнены, какие-то еще на стадии выполнения, исполнения. По этой причине такой был отход от малого и среднего бизнеса. Но я надеюсь, что и с нашей поддержкой, с нашим предложением, вот благодарю, кстати, заодно этих представителей, которые пошли по пути сегодня заключения соглашений и с малым, средним, скажем так, бизнесом, если так можно выразить. Да, не только малый и средний бизнес пострадал, но не только по чьей-то вине, но еще и по своей. Нет, да, тут, знаете, камни кидать только в одну сторону, это, во-первых, не очень-то правильно, и надо еще нам всем понимать, что все-таки наши друзья туроператоры огромное количество людей привозят в Абхазию. Это первое. Второе. Обратите Обеспечивая внимание, экономический рост, это надо конечно, признать. Конечно. Обратите еще вот на что внимание, что во многом, я просто лично общаясь в этих отелях, узнаю, что люди бывают впервые в Абхазии. То есть вот те цены, о которых мы говорим, они привлекают людей, которые вот попробовать приехать в Абхазию, решили посмотреть, что же это такое. Вот, например, в ачамчирских отелях размещения, в Сухуми, были случаи, вот лично знакомясь, общаясь, говорили люди, мы впервые в Абхазии. Вот мы услышали про такую скидку, про такую горящую путевку и решили приехать посмотреть. То есть такая абсолютно ознакомительная уверен, поездка. Я абсолютно убежден в том, что наши красоты, наши люди, отношение наших людей к гостям сделают так, чтобы эти люди и в следующий раз вернулись. Это про возвратность туриста. Мы должны над этим серьезно работать в имиджевом плане, в плане отношения к людям, в плане, значит, создания условий комфортных для отдыха, чтобы люди, которые впервые приезжали в Абхазию, обязательно к нам возвращались в будущем. Возвращаясь к Лашиному вопросу о том, это носит рекомендательный характер после вот последних событий или... В любом случае рекомендация, есть рекомендация, это не какие-то законные рамки. Нет, законных... И, в общем-то, даже если какие-то факты демпинга существуют, они не нарушают законодательство Абхазии. Конечно, не нарушают. Такого нет. Да. У нас рыночная экономика, понимаете, и люди могут выставлять какие угодно цены. Это понятно. Но еще раз повторюсь, надо не забывать о наших людях, о малом и среднем бизнесе и найти вот эту форму сосуществования крупного ательера и частного сектора, скажем так. Но без законодательной базы это получится сделать? Ну, смотрите, коллеги, разные слухи. Вот, например, один из примеров. Территория Красной Поляны после Олимпиады. Вот сейчас, кстати, наши коллеги рассказывали, что после Олимпийских игр в Сочи Россия была не под санкциями. Люди не стали выбирать Красную Поляну, там, менять ее на Куршавель, грубо говоря. И люди, и там ательеры на Красной Поляне на то время предлагали 20% от стоимости отдавать в жесткий блок, чтобы привлечь людей. Если вы помните, абсолютно такие же смешные цифры звучали «Горький город», «Красная Поляна», 1000 рублей, 3 ночи на двоих и так далее. Такие вещи были. Но сегодня этого нет. Ну, инфраструктура изменилась. Погодите, не только инфраструктура. Сегодня этого нет, раз. И, во-вторых, сегодня Красная Поляна стала не только зимним курортом. Там и летом люди, и осенью, и зимы там нет уже сезонности. Люди туда едут. Значит, я так понимаю, как говорят туроператоры, мы раскрутили это таким образом, сделали такую рекламу, что люди стали туда ездить. Там есть азартные игры. Это да, это тема, даже, наверное, нам не хватит времени это обсуждать. Да. И геополитика, и цены, инфляция, доллар, там много факторов, я думаю, которые этому способствовали. Вы сказали, вот в имиджевом плане это важно, вот эти знакомительные поездки. Да. Эта тема звучала и на встрече с президентом, которая у вас состоялась после встречи с крупными туроператорами. Угу. Нам бы хотелось тоже об этом поговорить. Какие установки от главы государства? Ну, да, конечно. Вы же знаете, что мы вернулись из форума путешествий, много чего там проговаривали. И, значит, вернувшись и встретившись здесь с туроператорами, президент, как и до этого, нам ставил задачи по продвижению нашей страны, по привлечению дополнительного количества гостей в Абхазию.
по тому, чтобы эти гости здесь чувствовали себя комфортно, чтобы мы смогли все-таки улучшить какие-то условия, да, пребывания этих людей здесь. Вы знаете, что вот по линии МВД создали туристическую полицию. Значит, те задачи, которые нам ставят по развитию восточной части Абхазии, мы как раз с нашими коллегами-туроператорами даже съездили, посетили объекты в восточной части Абхазии. Они нам подсказали, мы продумываем, как теперь сделать так, чтобы еще больше туристов могли посетить восточную часть Абхазии. С этим связано и аэропорт, и загрузка аэропорта, и увеличение количества объектов размещения. Все это звенья одной цепи. Невозможно одно развитие без другого. Ну, например, скажем так, возвращаясь, да, опять же, к объектам показа. Ну, вы знаете, по поводу чаев в селе Кутол. Ну, там необходимо около 4 километров заасфальтировать дороги, чтобы туристы, гости или экскурсии крупные, да, на автобусах могли приезжать по нормальной, качественной, хорошей дороге. То же самое, когда мы говорим, что вот хотим кольцо закольцевать, ну, Тхуарчал бесподобен и без кольца, туда туристы едут, и можно весь день там проводить. Но если кольцевать Кындых, Отапскую пещеру и Тхуарчал, с Отапской пещеры с логистической точки зрения невозможно возвращаться опять в Ачамчиру и ехать в Тхуарчал. Мы будем предлагать руководству нашей страны, там тоже дорожное полотно 5 километров, чтобы с Отапа выйти на Расадзых, с Расадзыха на Губ и уже уйти в Тхуарчал, что сократит и время пути, и может объединить несколько прекрасных мест, которые это проекты, готовы. Связанные с восстановлением, да, возрождением Восточной Абхазии. Хочу сказать, что хочу еще интересную мысль сказать. От наших туроператоров поступило предложение, когда они увидели Тхуарчал, им безумно понравились места. Они по дороге мы проезжали железную дорогу, она разве действует или нет, спросили они. Вроде, насколько мне известно, мы сейчас будем встречаться и с Абхазской железной дорогой. Там небольшие участки можно отремонтировать. И это, говорит, поверьте мне, больше, чем автобусы или джипинги, привлечет туристов в Тхуарчал, если будет электропоезд доходить до города. А с города они могут уже посещать, значит, все красоты города, ну и района Тхуачельска. Прекрасная Потому идея. Мне кажется, что есть вещи, которые можно реализовать. Они наверняка потребуют каких-то финансовых затрат, но без этого никуда, если мы хотим реального развития. Я еще хочу упомянуть вопрос, который в Москве обсуждался. Это туристический поезд, как в советское время. Если мы договоримся, вроде как есть такое желание наших коллег с новых регионов России, это Донецкая народная, Луганская народная, Херсонская и так далее, оттуда пустить туристический поезд в Сухум. Например, на станции Келасур, как это было в свое время в советское, он будет стоять, люди будут там жить, купаться на прекрасных пляжах. Это еще один, скажем так, вид, новое направление там, туризма. Транспортная там. доступность республики расширяется. Но и самое главное, что мы рады. Мы рады Безусловно. Каждому туристу, потому что каждый турист — это фундамент, да, нашей экономики, это символ возвращения к жизни. Как раз Бадра Гунба это и подчеркнул, что мы всегда радовались каждому туристу. Это символ мира и возвращения к жизни. Конечно. Я хочу больше сказать, что вы знаете, что в культурный код абхазского народа входит гостеприимство, как мы к этому относимся, на чем мы выросли, Миха Лакарба, Асас и так далее. Это то, на чем мы своих детей уже воспитываем. Да? Но, понимаете, не могу это не прокомментировать, безусловно. Значит, Абхазия сегодня привлекает разного туриста в нашу страну. И место для каждого туриста разного уровня и статуса найдется в Абхазии. Безусловно, мы и сами понимаем, что сегодня у нас нет отелей, которые могут потянуть 5 звезд и так далее. Любая туристическая страна всегда стремится к тому, чтобы, повысив свой сервис, привлечь еще дополнительно и другого уровня туриста. Мы, как нормальная туристическая страна, конечно, хотим видеть в Абхазии каждого гостя, любого уровня. Но будем стремиться к тому, чтобы, создав условия прекрасные, привлечь сюда и более, скажем так, другого уровня туристов в том числе. Конечно, в том числе. А по-другому мы никогда не жили. Мы же не выбираем людей, кто к нам в гости приходит. Это полностью противоречит еще раз нашим говорю нормам. про наш абхазский культурный код. И думаю, что то недоразумение, которое там прозвучало,
человек, может быть, и не то хотел сказать, но так это выглядело. Но вы знаете те решения, которые были приняты. Не хочется об этом много говорить, но я думаю, что нас поймут наши друзья в России, и количество наших гостей и друзей с каждым днем будет увеличиваться. Вот в поддержку этого любые такие кулуарно в каждой стране могут звучать подобные мнения, да, суждения кулуарно. И просто здесь вот у нас так получилось, что вот... Да. Но в любом случае доходы государства нужно повышать за счет улучшения качества предоставляемой услуги. Таким образом, у туриста должно появиться желание больше денег тратить в этой стране, больше возможностей для того, чтобы тратить. Вот над этим мы и должны работать. Абсолютно об этом, кстати, верно. вы подробно и говорили с представителями крупных туроператоров. Какие еще тренды задают, да, туроператоры, потому что они рынок хорошо чувствуют. Вы знаете, мы, значит, во-первых, есть ряд проектов, которых мы уже им показали. Они касаются абхазской культуры и так далее. Как поддержать, например, там одно из предложений будет поддержка нашего этнопарка Абхазия, да, допустим, который вот реализовали ребята. Прекрасный пример. Кстати, мы еще не приглашали в нашу программу. Более того, есть у нас инициативы, ко мне вот приходят люди по созданию новых музеев под открытым небом. Вы знаете, как в селе, допустим, Маркула, так и на Бзыбском ущелье. Мы стараемся к сентябрю месяцу подготовиться так, чтобы предложить какого-то такие проекты, для в том числе попросить наших коллег, может быть, принять участие в финансировании такого проекта для того, чтобы он осуществился. Я думаю, что мы найдем возможность такую, чтобы такие проекты были реализованы. Астамур, еще бытует такое мнение, что Абхазия приоритетна для людей в возрасте, то есть 40+, потому что для молодого подрастающего поколения не хватает вечерней ночной жизни. В хорошем смысле этого слова, развлечений. И зачастую приходится останавливаться в Сочи. Есть какие-то продвижения? Что-то? Вот чем мы можем привлечь? Смотрите, откровенно говоря, сейчас... Они-то много и потратят здесь. На форумах мы не можем просить российское государство построить нам какие-то объекты развлечения, но в том числе наших коллег. И мы готовим сейчас, значит, некоторые проекты, которые будем презентовать для того, чтобы сюда пришли инвестиции. Ну, как вы считаете, в Сухуме или в окружности Сухума не должен быть аквапарк? Безусловно. Ну, у нас его нет, например. Парк аттракционов. Парк аттракционов. У нас нет таких многих, понимаете, даже нам наши туроператоры, вот интересная мысль. Кинотеатр, кстати. я первая мысль, которую... Про кинотеатр уже, знаете, устали говорить, но надеемся, но да, попкорн что есть все-таки... уже. Так вот, смотрите, туроператоры еще какую вещь затронули в беседах. Ребята, вы должны подумать о досуге. Вот смотрите, я сам иногда задумываюсь, какой досуг мы сегодня можем предоставить нашему гостю. У нас есть прекрасные театры, безусловно. У нас есть хорошие пляжи, классно. У нас есть хорошие рестораны. Не спорим. Тоже хорошо. Но этого мало, коллеги. Надо сделать так, чтобы в Абхазию приезжали как молодежь, так взрослое поколение. И каждому было приятно привести здесь свой отпуск. И, безусловно, как вы говорите, на досуге люди потратят больше денег, оставят эти деньги в бюджете нашей, ну, они отразятся в бюджете нашей страны и в карманах наших граждан, которые должны заработать. Коротко, буквально минута до конца беседы остается. Туроператоры обещают оказать помощь. Соглашение подписано с министерством для повышения квалификации работников. Это тоже часть вот этой большой программы по улучшению сервиса. Конечно. Я хочу отметить, что, во-первых, в рамках встреч с нашими коллегами с Минэкономразвития там тоже эта тема озвучена. И они готовы как преподавательским составом поддержать. Они сначала предложили нам лимиты на обучение, но это будет немножко, может, сложно. А мы хотим создать Академию гостеприимства в Абхазии и привлечь, значит, российских специалистов для того, чтобы обучали. А потом будем думать. Есть программы разного рода у туроператоров, где они обучают свой персонал, вывозя его за рубеж, где лучше всех развит сервис в разных странах. И мы проговариваем сейчас такой момент, чтобы наши, значит, люди, которые будут обучаться, специалисты, они могут за счет туроператоров, значит, набираться опыта в разных странах мира. Когда эта академия может быть запущена? Я надеюсь, что осенью. Будем ждать. Да, мы как раз готовимся к этому сейчас. Будем ждать и обсуждать, конечно, в нашем эфире. Астамур Умарович, большое спасибо, что были с нами.